По инициативе депутатов парламента в республиканский бюджет на 2026 год было заложено 20 миллионов рублей на программу борьбы с наркозависимостью. Средства будут направлены на создание лечебно-реабилитационного отделения на базе Гудаутской больницы. Проблема наркомании в нашей стране является одной из актуальных. С каждым днем растет число людей, впервые попробовавших наркотики после 35 лет, не говоря уже о молодых людях, которых тоже немало. Открытие специализированного отделения будет большим подспорьем в борьбе с наркозависимостью, отмечают инициаторы проекта. Пока это пилотный проект и находится на стадии разработки. Мы побывали в Гудаутской больнице и пообщались с главврачом, а также осмотрели место будущего расположения отделения. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Проблема наркомании в нашей стране – проблема номер один. Депутаты парламента заложили в бюджет 2026 года ведомственную целевую программу на борьбу с наркозависимостью. Главным наркологом с Минздравом и под их контролем мы согласились быть вовлеченными в эту работу. Сейчас девушки 18 лет, 17 лет, 20 лет, матеря с 3 детьми мне позвонила. Это очень большие цифры, вот очень большие цифры. Каждый день нам звонят, и уже количество пациентов, желающих лечиться, уже много. Даже если мы спасем одну жизнь, я считаю, что мы сделали очень важное дело. Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных и для здравоохранения, и для общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями злоупотребления психотропных веществ. Прежде всего, это характерные изменения личности. Соответствующие структуры принимают меры по борьбе с наркотрафиком. За последние 5 лет в республике раскрыто свыше 1100 наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечены 162 человека. В 2020 году в Абхазии одновременно работало больше 15 наркоканалов. На данный момент их количество составляет 3-4. И тем не менее, статистика неутешительная. По данным, к концу 2023 года на учете в наркологии Абхазии состояло 3419 человек с алкогольной и наркотической зависимостью, что примерно на 500 человек больше, чем годом ранее. 1486 человек из общего числа страдают наркозависимостью. Такая же цифра и сегодня, но это не полная статистика по стране. Чтобы определить конкретное число, необходимо проводить специальные исследования разных слоев населения, систематизировать данные из различных специализированных учреждений. Это МВД, служба скорой помощи, морг, реабилитационные центры и так далее. Только по одному наркологическому диспансеру нельзя определить, какой процент населения употребляет наркотики. В республике есть лишь один наркодиспансер, который не в состоянии охватить всех больных. С учетом этого фактора, по инициативе спикера Народного собрания Лаши Ашуба, депутатов Рашида Айба и Дмитрия Маршания в республиканский бюджет на предстоящий финансовый год внесены изменения, предусматривающие целевое выделение 20 миллионов рублей на реализацию программы по борьбе с наркозависимостью. Проблема наркомании в нашей стране, она, я считаю, проблема номер один. Наше молодое поколение, да, либо у нас ДТП, либо наркомания. Мы должны обязательно бороться с этой проблематикой. Мы решили заложить в бюджет 2026 года сумму 20 миллионов рублей. Это такая будет целевая программа. Мы проводили здесь комитетское слушание, приглашали министра здравоохранения Эдуарда Будова, также главного нарколога республики Ирмуанова, главного врача Гудаутской больницы Хаджарата Шамба, также врача Олега Оторба. Долгое время обсуждали все варианты, что возможно сделать для наших граждан, как они видят эту программу. Посмотрели, да, статистику и протокол лечения разных стран. Мы очень надеемся, полагаемся на то, что очень верно и правильно распишут эту программу под руководством нашего министра здравоохранения наши медики. С привлечением, значит,
наших специалистов с приглашением и специалистов из-за рубежа будет создано такое отделение. Но помимо этого нужен комплексный подход, потому что нужна последующая реабилитация наших граждан, и государство должно этим вопросом заниматься. Прежде всего, значит, социальная адаптация должна быть в обществе. Но все равно мы так или иначе мы боремся с причиной, а не со следствием. Конечно, нужно создавать государственные программы вообще и бороться комплексно, значит, стратегически с этой болезнью. И хотелось бы сказать, что кто-то, может, общество воспринимает их как преступников и так далее, но везде в мире признано, это люди, это болезнь, на самом деле, с которой нужно бороться. Это люди, которые болеют этим, так скажем, заболеванием, поэтому с этим заболеванием нужно бороться. И вот, как мы видим, это находит большой отклик в нашем обществе, и многие люди уже связываются, значит, с нашими специалистами, звонят в парламент, там, депутатам, спрашивают, когда начнется, что. Хочется сказать, что это ведомственная целевая программа, значит, сейчас занимается ее, значит, Минздрав. В скором времени будет, она должна быть утверждена Кабинетом министров. В течение там, месяца-полутора вся, значит, программа она должна быть утверждена Кабинетом министров. Ключевым мероприятием программы станет создание специализированного лечебно-реабилитационного отделения на базе Гудаутской центральной районной больницы. Новый центр будет представлять собой обособленное структурное подразделение, оснащенное современным оборудованием и предназначенное для оказания комплексной медицинской и психологической помощи людям, страдающим наркозависимостью. Координация работы по данному направлению и детальная проработка мероприятий возложена на Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Мы очень надеемся на короткие сроки реализации этой программы. Далее мы будем ездить, обязательно контролировать. Даже если мы спасем одну жизнь, я считаю, что мы сделали очень важное дело. Это не тот вопрос, который вот возник, и мы приняли решение. Этот вопрос разрабатывался по умолчанию, мы его обсуждали многократно. И далее возникла мысль, нам даже подсказали, да, где это можно реализовать. Конечно, вот на наш взгляд, это Гудаутская центральная больница. Объясню почему. Ну, опять же, на мой взгляд. Потому что это не в центре города, потому что наркозависимые – это специфичные больные. Их надо оградить от круга общения, от друзей, не в обиду никому, от семьи. Да, они должны лечиться в чуть других условиях. И именно потому мы выбрали, да, на окраине города спокойную больницу с отремонтированным отдельным блоком, палатами, опять же, чтобы лечение проходило более комфортно. Мы, депутаты, врачи, наше общество должны объединиться для того, чтобы решить всем вместе эту проблему ради будущего нашей страны. Помимо этого, хочется сказать, после медикаментозного лечения, мы вот проговаривали на комитете, будет оказываться, да, помощь, чтобы эти, значит, наши граждане, они проходили реабилитацию. Там есть, ну, значит, практика показывает, что на этом лечение не заканчивается, они должны дальше. Вот государство должно сделать все, чтобы они, значит, проходили дальнейшую реабилитацию и социализировались в нашем обществе. Вот. Самое главное, конечно, что хотелось бы сказать, что это будет все бесплатно. Государство полностью будет обеспечивать, значит, лечением всем, и вся эта программа, хочется сказать, для наших граждан она будет бесплатной. И часто в нашем обществе эта проблема замалчивается, ну, не принято говорить, да, в нашем обществе и так далее, но эта проблема одна из самых таких больших в нашем обществе, тем более, что мы знаем то, что молодежь в основном, да, страдает этой болезнью, и помимо этого, хочется сказать, нужно проводить профилактику, и государству нужно продумать, что проводить профилактику, значит, со школьной скамьи до университета, чтобы бороться с этой проблемой не уже когда она настигла, вот на первоначальных этапах, бороться с этой проблемой. И вот депутаты парламента всегда этой проблематики, они всегда выражали готовность, значит, с этой бедой, с этой болезнью бороться.
Так что я думаю, что и с Минздравом, и с правительством нашей страны мы выработаем еще более, помимо, значит, этой программы, другие механизмы, которые будут способствовать тому, чтобы эту проблему можно было хотя бы минимизировать. Да? Ни одна страна мира не искоренила полностью наркозависимость, но хотя бы мы постараемся ее минимизировать. По мнению главврача Гудаутской больницы, с учетом масштабности этого заболевания в каждом районе необходимы наркологические койки. Тем более, что современные наркотические вещества очень быстро вызывают не только психологическую, но и физическую зависимость, от которой непросто избавиться. И для Гудаутского района эта тема крайне актуальна. У нас эта категория больных, она представляет немалую массу в процентном соотношении по сравнению с другими заболеваниями. И я считаю, это очень актуально. Естественно, не против. У нас есть площади, где мы можем разместить. То есть, надо еще дальше проработать, продумать, как это будет выглядеть, собрать штат, коллектив на эту работу в это отделение. Еще много вопросов, которые нужно обсудить с главным наркологом, с Минздравом, и под их контролем мы согласились тоже быть вовлеченными в эту работу. А так-то мы сталкиваемся с этой категорией пациентов очень часто. Определенные опыт работы есть, но не только у нас, а в каждом районе, где есть районные больницы. Эта категория пациентов к нам попадают, они с сопутствующими заболеваниями, которые тоже надо учитывать. В общем, какой-то опыт у нас есть, и если нам удастся собрать хороший коллектив, готовы работать с этими пациентами, мы готовы помочь этой категории. Наркомания – это хроническое заболевание, поэтому необходимо добиться стойкой ремиссии. Но и после пациенту нужно постоянно работать над собой. Это заболевание пожизненное, говорят врачи. Конечно, есть случаи, когда человек побеждает и живет счастливо. От 3 месяцев и до года длится период реабилитации. Планируется, что на раннем периоде пациент будет проходить реабилитацию в Гудаутском отделении. Наша задача будет, как и любого наркологического отделения, медикаментозно в том числе, лечить острый период. И при этом тоже будут приобщены к работе психологи, которые будут настраивать и пациента, и родственника, просветительскую вести деятельность, настраивать их на дальнейшее лечение. Дальнейшее – это реабилитация, которая необходима этим пациентам, в основном необходима. Мы будем их на это настраивать, мы будем обсуждать с Минздрава способы дальнейшей поддержки их, направления в реабилитационные центры, государственные. Может, мы обсудим с Минздравом, какие есть возможности, чтобы направлять этих пациентов в государственные российские центры. И какие-то тоже есть еще немало частных центров, с которыми нам придется взаимодействовать. Мы с ними тоже будем общаться, приобщим их к нашей работе, познакомимся, чтобы можно было ориентировать родственников и самих пациентов на дальнейшее прохождение лечения, но уже дальнейшую реабилитацию. К реабилитационной работе будут привлекать психологов, а также группу анонимных наркоманов, которая действует в районе. Сейчас более детально изучается тема, проводится подготовительная работа, регулируются технические вопросы. Ведь для лечения подобных пациентов необходимо создать особые условия и ограничить их от социума, чтобы к ним не поступало ничего запрещенного. Помощь будет оказываться безвозмездно, в том числе и в плане медикаментов, питания на весь курс лечения, плюс еще и лечение сопутствующих заболеваний. Потому что нагрузки такой сейчас в данный момент на больнице. Есть определенное отделение нагрузочное, но у нас есть возможность и площадь, чтобы организовать эту работу. И койки у нас есть свободные, инвентарь есть свободный. Почему я и говорю, что, может, не придется столько тратиться на дополнительный инвентарь, что у нас определенными возможностями мы обладаем. И готовы работать, соберем коллектив, который хочет и готов работать, можем оказывать эту помощь. Еще раз повторю, считаю ее актуальной для каждого района. Одно время у нас тоже у нас работала нарколог, мы взяли ее в штат, какой-то период она у нас поработала, проводила тоже специальными методами лечения, ультрабыстрый детокс на нашей базе. Потом ковид начался. Не смогли мы это отделение предоставленное использовать, она переехала в Москву, сейчас там работает.
какой-то опыт определенный у нас тоже есть. Ну, уже звонят, думают, мы открылись уже. Каждый день нам звонят, и уже количество пациентов, желающих лечиться, уже много. И это количество наркозависимых пациентов не только в Гудауте, по Абхазии, наверное, везде много, да, по отношению просто к населению. У нас население побольше в районе, может, их у нас будет побольше, чем в остальных, да. Ну, соотношение к населению, все у нас молодежь больная, очень много наркозависимых, не молодежь, и люди больше старшего возраста, которые со стажем, да, тоже достаточное количество сложных больных. Ну а те, кто не может ждать, пока идет процесс организации наркологического отделения в Гудауте, могут воспользоваться программой отказа от наркотиков и алкоголя, которая действует в Абхазии. Уже более 16 лет ее осуществляет Давид Данагизян. Он встречается с наркозависимыми ребятами, рассказывает им, какие есть пути выхода из тяжелой ситуации и в дальнейшем помогает им. Я цель преследую только одну. Вот именно помочь этим ребятам. Знаете, если что, вырежете. Я сам раньше бывший зависимый. Это сейчас, конечно, уже это незаметно. Потому что у меня стаж очень большой был зависимости. И я и лечился, и так, и сяк. Но мне ничего не помогло. Я сам прошел этот реабилитационный центр, не помню, лет 16-17 назад. И я понял, что вот мне нравится этим делом заниматься, людям как-то помогать. И мы же не сами сюда приехали. В 2010 году как раз вот наш, Царство Небесное, Сергей Багапш, он был в Ростове, он видел центра, какие у нас, и он нас пригласил сюда, и мы приехали сюда. А наша помощь заключается в том, что, вот смотрите, это уже помощь, что мы как бы людям доносим, что есть выход. То есть наркомания – это не приговор. Есть выход. Вам просто надо что сделать? Попробовать, поехать. И у нас есть цель открыть здесь центр, потому что очень много ребят, они не выездные, они не могут в Россию выехать. И цель такая, чтобы здесь открыть со временем такой реабилитационный центр, чтобы те ребята, которые не выездные, хотя бы здесь попытались. А так дома я собираю ребят, там недели раз, провожу группы, они приезжают ко мне на группы. И мы сидим, общаемся, какой-то выход, будущность, чтобы у них была, вот будущность. По словам Давида, много факторов того, почему становятся наркоманами. Влияние круга общения, у людей пустота в душе, нет радости в жизни, а тут еще наркотики стали легко доступными. У зависимого человека меняются жизненные приоритеты, они подчинены одному – найти дозу и употребить ее. Самое печальное, говорит он, что растет количество женщин-наркоманок. Это очень большие цифры, вот очень большие. Если одно дело еще, знаете, если были бы только парни, сейчас девушки 18 лет, 17 лет, 20 лет, матеря с 3 детьми мне позвонила, но она боится, что родственники узнают, а то бы она поехала бы. Но это очень большие цифры, вот очень большие цифры. И я думаю, это самая главная проблема вот этой республики. А тем более сейчас еще пошли синтетические наркотики. Они вообще там стоит 1-2 раза сделать, и ты все уже. И ты уже попал. И уже пошли большие последствия. То есть там уже, я думаю, времени нужно еще больше, чтобы ты как бы пришел в себя. Процесс еще больше. То есть мы же понимаем, если я месяц употребляю, то есть все, я вот месяц привык. Наркотики – это такая тема, что ты уже без них не можешь ни умыться, ни побриться, ни позавтракать, ни пообедать, ни пойти навстречу. То есть ты вечером обещаешь одно, а если ты утром это не употребишь, ты все, ты не пойдешь никуда, пока ты не потребишь. Вот так. Сейчас очень много возможностей, чтобы избавиться от зависимости. Самое первое, что нужно сделать, это осознать проблему и искать решение. Многих из Абхазии уже удалось спасти, просто они не хотят это афишировать. У нас есть хорошие результаты, и мы готовы еще помочь и отправить в реабилитационные центры, говорит Давид. Мы расположены по всей России.
Самый ближайший Сочи, потом Майкоп, Краснодар, Воронеж, Москва, Самара, Тольятти. В общем, везде они. И все, вот они идут в центр, стационар. То есть, как бы у нас открытый центр. Мы рекомендуем 6 месяцев вот стационар. Они там пребывают, они там меняют мышление, они там держатся здоровый образ жизни. И мы как бы ориентируемся, вот знаете, на образ правильного и здорового образа жизни, который написан в Священном Писании. Мы вот этого как-то держимся. И также у них там график, распорядок дня, когда там завтрак, обед, ужин, полдник, еще что-то. И вот они соблюдают распорядок дня. И они должны, как понять должны? Ну, дисциплина должна быть. Потому что с этого все начинается. Но это все платное, да? Вот смотрите, платное, это да, это все. Вообще у нас реабилитация бесплатная. Они платят чисто за свое там пребывание, проживание, вот в таком плане. Но опять-таки у нас есть социальный, где полностью бесплатно. Тут много есть, кто вот прям поехали бесплатно. Я отвозил их бесплатно. Но есть с каждым индивидуально. Ну и вот если у вас нету денег, я что, не помогу? Помогу, конечно. По минимуму. По минимуму. Все, мы все силы приложим, повезем, и он, если захочет. У нас не закрытого типа, у нас открытый. Вот открытый. У нас нету принуждения. Наша главная задача, чтобы человек захотел поехать туда. И если он захотел, то у него все получится. А то, что касается уже денег, конечно, мы с каждым индивидуально. Но если есть там, скажем, день 500 рублей платить, ну, значит, 500 рублей будет день. То есть мы найдем выход всегда. Главное помочь. Я говорю, мы везем и бесплатно. У нас есть социальные. Правда, там немножко людей много, очереди, но ничего страшного. Найдем выход. Лишь бы было желание. Лишь бы было желание. Так, ребят, вот еще у нас один реабилитационный центр. Мы его называем «Замок», потому что он реально как замок. Гляньте, какой красавец. В общем, пойдем, зайдем. Такой дом большой. Кстати, вот если в Абхазии, видите, абхазский автомобиль. Видео для Абхазии, абхазский автомобиль. Очень хочется, чтобы ребята из Абхазии приезжали к нам на лечение. Вот так вот. Пойдемте сейчас в дом. Обойдем. Здесь сразу внизу кухня. Видите, калитка открыта, чтобы вы понимали. Здесь не закрыта, двери открыты. У нас открытый центр. Пойдем с этой стороны. Обойдем чуть-чуть, покажу. Вот так вот здесь гараж. Ходим, это территорию покажу. Классно, с гранита, видите, сделан такой. Хороший лесок. Ну, вот они все примерно такие центры. Тут задний дворик. Вот такой, видите. Тут мангальная зона. Теннисный столик. Можно в теннис порубиться. Видите, так. Раз, вот балконы, там комнаты. На самом верху девчонки живут, тут ниже. В общем, вот внутри. Приветствую. В общем, вот так вот у нас, видите, здесь обедик у нас, если что, там кухня. Примерно такой стол. Так, ребята сидят, занимаются. Так, всем привет. Так, кто у нас ведущий? Ален, ты? Да. В общем, вот так вот ребята, видите, занимаются. Сидят. Вот примерно вот так все проходит. Идут мероприятия. Вот они, наши. Вот такой вот, видите, зал. Первая комната. Дальше поднимаемся. Пойдем, зайдем. Посмотрим, что там дальше. Раз. Здесь комната старшего, здесь туалет. Давайте комнату покажу, как все происходит. Так, вот здесь мужские комнаты. Привет, Давидик, приветствую. Как дела? Отлично. Приветствую. Приветствую. Вот тут мужские комнаты. Матвеюшка спал. Да, приболел. Да? Так, идем дальше. Здесь еще одни комнаты. Так. В общем, вот так вот заходим. Так что брата не буду показывать. Приехал новый человечек. Все, видите, вещи, все привез, кровать.
Вот примерно вот так вот балкончик. Вот так все выглядит. Вот у нас старший центр. В Абхазию привет можешь передать? Все, в Абхазии привет. Есть. Ну. Там у нас дальше еще комнаты, там женские комнаты. Вот, в принципе, вот так все у нас выглядит. Наша главная цель, вот стационар, а потом хочешь езжай домой. Хочешь, мы дальше тебя отправим в другой город, поможем тебе, ты все начнешь с нового листа. Возможность у тебя другая, там, в другом городе. Все это под присмотром. И право выбора за ним. Право выбора за ним. Многие есть, кто так и поехал, а есть кто, ну, в основном едут обратно. По словам Давида Данагизяна, в реабилитационных центрах меняют мышление пациентов, иначе нет смысла, они будут заниматься прежним делом. А когда человек начинает следовать правилам священного писания, это позволяет вернуть его к жизни. Давид с воодушевлением воспринял новость о том, что в Гудауте открывается наркологическое отделение. Это начало пути исцеления зависимых в Абхазии, считает он. Это очень хорошо, это прям многое решится. Но я думаю, там главное, чтобы они взялись как-то, знаете, правильно это все сделать. А то будут такие, придут, прокапаются и никуда не поедут. Надо это как-то там согласовать, наверное, с ребятами и с врачами, что с тем условием мы вас прокапаем, что и если вы только поедете в реабилитационный центр, а то могут же просто прокапаться и опять все то же самое. А если уже придет там, конечно, с кем-то, с повесткой, как там правильно, что я поеду в реабилитационный центр, покажут врачу, все, прокапается, он уже как бы готовый, и вперед в центр. Я думаю, это больше еще будет как бы решаться весь вопрос. Потому что сейчас тяжело, не все, конечно, проходят. Многие, конечно, капаются, потом едут, кто-то не капается. Молодые не капаются, у них организм выводит все. Они проходят. Конечно, а вот кто постарше, им, наверное, тяжелее будет. И я вот прям сегодня прям рад, что взялись за это. И это, я думаю, процесс пошел. Я прям верю, что придет спасение этой республики, потому что это маленькая республика, и должно быть тут все как сторона души, что вот прям живые все были, радостные все были, помогали, как раньше, все друг другу, радовались этой жизни, а сегодня все проблемы, все грустные, все печальные. Это же не страна уже души, это уже как-то страна печали. Но хочется все точности сделать так, как было раньше. Чтобы люди уже радовались, хватит уже. И так жизнь, она у нас очень сегодня тяжелая. Людям тяжело, людям неспокойно. И все хотят вот настоящую радость. А приходишь домой, если у тебя дома вот такая проблема. Уже не получается. Поэтому как-то вот победить надо эту болезнь. Всеми путями, все центра, дай Бог всем, чтобы у всех все получилось. Связаться с Давидом Данагизяном можно по телефону 791 22 22. Он проведет для нуждающихся бесплатную консультацию и определит дальнейшие действия. Конечно, наркомания в нашей маленькой стране – это беда, и в решении этой проблемы должны сплотиться общество и власть. Создание в республике специализированной медицинской инфраструктуры для системного решения проблемы наркомании является важным шагом в сфере здравоохранения и социальной защиты граждан. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!